Время новостей в студии Луиза Хатуева и коротко о главных событиях к этому часу. Магомед Расул Хасбулаев теперь будет выступать за Ахмат. Поздравляем. Сейчас буду за тебя болеть. Именитый спортсмен подписал контракт с бойцовским клубом. 16 лет на страже общественного порядка и безопасности. Очень важно иметь такие мобильные, быстрые, подготовленные, профессионально подготовленные войска, как наша бригада. 46-я отдельная ордена Жукова бригада оперативного назначения войск Национальной гвардии отметит свой профессиональный праздник. Женитьба на подмостках чеченского театра. В Грозном состоялась премьера спектакля по мотивам комедии Николая Гоголя. Пища для ума и приятный досуг. Чтение литературы, на мой скромный взгляд, дает мне просто удовольствие. В республике набирают популярность читательские клубы. Известный боец смешанных единоборств Магомед Расул Хасбулаев вступил в ряды клуба «Ахмат». Спортсмен вместе с президентом организации Абузаидом Висмурадовым подписал контракт на 2 года. На церемонии присутствовал и глава Чечни. Рамзан Кадыров поздравил бойца и пожелал ему успехов в карьере. Поздравляем. Сейчас буду за тебя болеть. Когда с Салманом ты дрался, я болел за Салмана. Сейчас за тебя буду болеть. И пользуясь случаем, Дон, последней победы поздравляю, Дон, Шамилев. Надо было просто, да? Чтобы поднять настроение, Дон, и идти вперед. Ну да, мы еще выходим по Ушустанда. Я 13 лет не дрался по Ушустанда. Сейчас хочу обратно там попробовать. 24 победы и 7 поражений. Внушительная статистика говорит сама за себя. Магомед Расул Хасбулаев становился чемпионом престижной американской лиги единоборств «Беллатор». Известен среди поклонников этого вида спорта своими молниеносными ударами и коронным приемом «Треугольник». Был участником Гран-при Ахмат 2016. Тогда в тяжелом поединке он уступил Салману Жамалдаеву. Однако выступление Хасбулаева впечатлило руководство клуба «Ахмат». Теперь бойцу предстоит защищать честь республики на международных аренах. В то же время клуб кикбоксинга «Ахмат» продолжает покорять вершины спорта. В Белграде состоялся турнир К1 Гран-при Европы. Представитель чеченского клуба Сайфулах Амбахадов встретился с сербским бойцом Марко Адамовичем в рейтинговом бою и одержал победу единогласным решением судей. А Роман Крыкля нокаутировал 3 соперников и стал обладателем пояса чемпиона К1 Гран-при Европы. В своем инстаграм Рамзан Кадыров поздравил спортсменов с отличными результатами и выразил благодарность президенту Федерации кикбоксинга Республики Мухаммаду Ахмадову за ответственное отношение к вопросу подготовки бойцов клуба. На страже общественного порядка и безопасности 1 ноября 46-й отдельной бригаде ордена Жукова оперативного назначения войск Национальной гвардии исполняется 16 лет. В честь знаменательной даты на территории подразделения прошло праздничное мероприятие. В нем приняли участие и официальные лица. Подробности у Магомеда Ламаркаева. 46-я отдельная ордена Жукова бригада оперативного назначения войск Национальной гвардии была образована в 2000 году указом президента Российской Федерации. В то время при содействии региональной власти она преследовала задачи ликвидации остатков бандформирований и охрану начавшегося мирного процесса в Чечне. Сегодня в летописи крупнейшего воинского соединения Европы сотни успешно проведенных спецопераций, в ходе которых задержаны и уничтожены сотни боевиков и изъяты из преступного оборота тысячи единиц оружия. На сегодняшний день очень важно иметь такие мобильные, быстрые, подготовленные, профессионально подготовленные войска, как наша бригада, для действий по отражению любых угроз и вызовов со стороны неприятеля. Я хочу сказать, что боевая готовность бригады обеспечивает выполнение любых поставленных задач. Дай Бог, чтобы мы еще больше расширялись, развивались с той целью, чтобы были полезны обществу, государству и каждому человеку в отдельности.
Сегодня главные задачи 46-й бригады – это защита общественного порядка и безопасности Чеченской Республики. В ней служат более 14 тысяч человек. За особые заслуги в выполнении своих служебных обязанностей в 2012 году военное соединение было отмечено одним из самых престижных наград – орденом Жукова. Орден Жукова – высокая награда. Высокая награда для прославленного уже соединения. Я не знаю, чтобы еще кто-то здесь, на территории Чеченской Республики, за столь короткое время, как соединение было удостоено государственной награды, как 46-я бригада. Помимо этого, сами бойцы 46-й бригады имеют более 600 государственных наград. 110 из них – ордена мужества, а полковник Алибек Делимханов получил звание Героя России. Сегодня, празднуя дату основания соединения, в первую очередь военнослужащие возложили цветы обелиску павших за мир и процветание страны. Затем для проведения торжественных мероприятий военнослужащие вместе с гостями направились в гарнизонный дом офицеров. При входе в гарнизонный дом офицеров выставлены некоторые награды 46-й бригады, в том числе и государственные. Главные из них на самом видном месте – ордена Петра Великого и Георгия Жукова. Кроме этого, любой желающий сможет познакомиться с достижениями в спортивной и культурной сферах. Говоря о культуре и спорте, стоит отметить, что и в этом бойцы преуспели. Творческие и спортивные коллективы добиваются высоких наград на различных конкурсах. Мы и вот дружим, приезжаем, они к нам приезжают. И нам очень приятно, что 46-я бригада находится здесь, что мы дружим все вместе, что мы спокойно можем спать, потому что здесь настоящие бойцы. Хотя день основания 46-го ордена Жукова бригады оперативного назначения войск Национальной гвардии 1 ноября, торжества, приуроченные к этому дню, прошли сегодня. Перед собравшимися выступили их командир и специально приглашенный гость, заместитель председателя Центрального совета Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Иван Агеенко. Затем прошло награждение отличившихся военнослужащих. Наградить подполковника Низирова Игромедина Мухтаровича, начальника подвижного узла связи войсковой части 6784. Также для гостей были продемонстрированы видеоролики о жизни военнослужащих в 46-й бригаде. Ну а точку празднованию знаменательной даты поставила концертная программа. Магомед Ламаркаев, Булат Баканаев и Луиза Юнусова. Новости. Грозный не только развивается, но и растет. За последние годы в состав города были включены некоторые населенные пункты. Чем живут окраины столицы, с какими проблемами сталкиваются их жители и каких достижений в пригороде уже добились столичные власти, в специальном репортаже Седы Сапаровой. Малик, чем веселье, что цаган. Свечки шмалатин, ерашон. Шутку про возможность экосети здесь давно воспринимают как вполне реальное будущее. Даже живя в столице, жители Алханчурта продолжают пользоваться свечами. И если поначалу слабый свет даже забавлял школьников, как делать уроки практически без света, то сейчас беспокоит, портится зрение. Абсолютно. И свечки даже латаин, охан. Я и боюсь, зрение халкалана. Уже сморщится беша, что хочется. Есть ли в доме электричество, сразу понять действительно сложно. Свет очень тусклый. Из-за слабого напряжения часто ломаются электроприборы. Проблемы со светом здесь начались после войны и актуальны до сих пор. Вместо 6 трансформаторов сейчас работают только 2. Холодильник и стабилизатор вообще бешец. И телевизор мосту лампаин чёлт бихазиш олшдатста. تخوني مصير سخي الأشياء مسوق أورمي عمل وكر سويت холодильник шталич. Сюрия на бая инчок алет. На место выехали соответствующие службы. Значит, на месте они определили то, что там надо установить дополнительный трансформатор. В ближайшее время, значит, будет установлен трансформатор. Село было образовано в 1956 году. В 2009 его включили в состав Грозного. Тогда вместе со статусом из села Алханчурт превратился в поселок, сменился и облик населенного пункта. Была реконструирована центральная дорога, мечеть, построена новая школа. Кроме того, в поселке провели городское водоснабжение. Однако проблемы остались. Едешь коляской в эту сторону,
едешь, думаешь, не дай бог, сейчас вот перевернется моя коляска по такой дороге. Уже много лет дорога в магазин для Азуры Межидовой превращается в полосу препятствий. Вместо ровного дорожного полотна разбитая трасса с многочисленными ямами. Похожая ситуация и на соседних улицах. Дороже всего такие дороги обходятся автовладельцам. Практически у каждого есть отдельная статья расходов – ремонт автотранспорта. Не пройти, не проехать. С других сел проезжают. Не знают, думают мелко и, можно сказать, тонут. И легковушки в воду. Жители поселка Старая Сунжа уже 7 лет являются горожанами, однако некоторые из них таковыми себя не считают. Виной всему плохие дороги. По словам главы поселения, из 42 улиц в ремонте или прокладке асфальта нуждается 21, то есть ровно половина. Вот таких мест у меня в поселке 5-6. Вот отсюда вся вода сюда стекается, потому что это низшая точка. Люди беспокоятся, каждый день ко мне обращаются. Сами за свой счет асфальт даже прокладывают. В поселке Андреевская долина проблемы те же – свет и дороги. Хизбулла из Кирханов уже много лет работает водителем маршрутки. В день он совершает более 10 выездов. Сетуют. Из-за плохих дорог приходится регулярно тратиться на ремонт автомашины. А что делать? Сегодня она его единственный источник дохода. Ломается рессор. Один рессор стоит 800 тысяч рублей. Один. А если полностью 5 рессоров там возьмешь, знаете, сколько денег уходит? Однако нашлись и те, кто даже в этом находит свои плюсы. Есть с чем сравнить. Здесь дороги, мне кажется, нормальные. Нормальные. Дела нормальные. Если дорога будет как стекло, здесь как бешеный ездит. Побольше бордюры, каждые 10 метров. То есть вы даже довольны тем, что... Я доволен, валлай доволен. Дороги отличные. Если недоволен, в Волгоград съездить, там увидишь, какие дороги. У нас вот садик сделали новую, школу исправляли, делали ремонт, сделали, мечеть построили, дорогу делали на мечету, свет провели до школы, до центра у нас. У нас все тоже хорошо делает. Но не все же, в семье тоже не бывает все хорошо. Между тем, в каждом регионе есть профильное ведомство, которое занимается прокладкой и ремонтом дорог. В Чеченской республике этим занимается Министерство автомобильных дорог. Однако в его видении исключительно трассы общего пользования, то есть соединяющие между собой населенные пункты. Их в регионе сегодня около 300. А вот столичные дороги находятся под контролем мэрии. На ремонт дорог ежегодно закладывается определенный бюджет. Здесь о проблемах жители окраин знают и решить вопрос обещают в ближайшее время. Весь объем работ, который у нас был заложен на 2016 год, мы полностью перевыполнили по капитальному ремонту. Если мы в этом году основное внимание уделяли дорогам, которые расположены в центре города, то на следующий год, в связи с тем, что мы в центре города в основном все благоустройство дорог завершили, мы будем в следующем году основное внимание уделять именно дорогам, которые находятся на окраине. Действительно, столичным властям в 2016-м удалось сделать заметный рывок практически во всех сферах жизнедеятельности города. Это касается и капитального ремонта дорог. Так было отремонтировано порядка 160 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Кроме того, несмотря на сокращение бюджета, удалось благоустроить большинство социальных объектов и на окраине города. Старая Сунжа мы произвели благоустройство мечети 3 соцобъектов. Мы произвели в Алханчурте поселке благоустройство 3 соцобъектов. В Андреевской долине, в совхозе «Родина». В следующем году мы будем там проводить работы, связанные с благоустройством именно дорог, тротуаров. Пока материал готовился к эфиру, стало известно, что столичные власти временно решили проблему жителей улицы Бисултанова в поселке Старая Сунжа. Ямы были засыпаны гравием. А в Алханчурте совсем скоро света станет больше. Здесь уже началась установка трансформатора. Седа Сапарова, Муслим Типаев, Хава Идиева, Элина Дадаева, Адам Чекуев, Магомед Мударов, Дани Хавхаров и Джамал Худжалиев. Новости. Обеспечение биологической безопасности агропромышленного комплекса. Семинар под таким названием состоялся в Грозном. Он нацелен на повышение квалификации ветеринаров. Чтобы обсудить вопросы защиты животных от различных заболеваний, в столице собрались специалисты со всего Кавказа. Это первая в истории СКФО конференция, посвященная проблемам ветеринарии. Лариса Джабраилова продолжит.
Ведущие специалисты в области животноводства и ветеринарии впервые собрались в Грозном, чтобы поделиться опытом с чеченскими коллегами. В зале не только представители управления ветеринарии Чечни, но и частной аграрии. Мы решили, что как нашим коллегам будет интересно общий обзор эпизоотической ситуации в России, основные заболевания, против которых требуется защита и в частном секторе, то есть опасность распространения инфекции между частным сектором и промышленными предприятиями. Ну и немножко рассказали о генетике, об улучшениях, которые проводятся в генетических программах. Мы очень надеемся, что в Чеченской Республике появится хорошая лаборатория, оснащенная, аккредитованная, будут современные методы исследования, используется молекулярная диагностика. Посредством прямого включения из Москвы собравшимся рассказали и о законодательных изменениях в области ветеринарии. Семинар по повышению квалификации проходит в формате вопрос-ответ. Способы защиты скота и птицы от вирусных заболеваний интересуют собравшихся в первую очередь. В текущем году мы имели дело с особо опасными инфекциями, не характерными для нашей республики. Как раз мы занимаемся обсуждением этих болезней и передовые методы диагностики, профилактики, проведения качественных мероприятий по недопущению возникновения и распространения этих болезней. В настоящее время профилактика карантинных заболеваний крупнорогатого скота особенно актуальна. Случаи заболевания нодулярным дерматитом в республике снижаются, однако, как заявляют специалисты, необходимо проводить вакцинацию животных. Кроме того, ветврачи должны быть обеспечены необходимыми лекарствами. Данная тема для нас сегодня очень актуальна, так как вы знаете, у нас в ветеринарии есть свои проблемы. Вот эта работа будет очень плодотворна и полезна для нашей республики. Данная конференция организована при поддержке Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики. Мероприятие в СКФО проводится впервые и продлится в течение 3 дней. По окончании семинара все участники получат специальные сертификаты. Лариса Джабраилова, Ислам Расуев. Новости. Около миллиарда рублей было взыскано судебными приставами с должников только с начала этого года. Об этом стало известно на пресс-конференции главы управления Федеральной службы. Руководитель подразделения Абдулла Лаудинов дал оценку работе ведомства и определил новые задачи. Репортаж Азы Исаевой. 2016 для Ощинского отделения судебных приставов стал поворотным. Впервые за многие годы служба оказалась в числе лидеров, обогнав по качеству работы десятки других региональных подразделений. Отвечая на вопросы журналистов, Абдулла Лаудинов озвучил цифры: более 200 тысяч оконченных исполнительных производств на общую сумму около 7 миллиардов рублей. Сегодня 82 судебных пристава-исполнителя исполняют более 300 тысяч исполнительных документов. Судебные приставы работают не 8 часов, а и 12, и 14 часов в сутки. О качественном рывке наглядно свидетельствуют показатели. За 9 месяцев с должников было взыскано 910 миллионов рублей. В прошлом году эта цифра достигала всего 388 миллионов. Практически в 2 раза увеличилась собираемость долгов с нарушителей ПДД. В 8 раз выросло количество арестованного имущества. Более 10 тысяч жителей в этом году из-за долгов не смогли выехать за пределы страны. Службам ЖКХ и ТЭК было перечислено 134 миллиона рублей. Абдулла Лаудинов отметил, что большую часть исполнительных производств составляли штрафы ГИБДД – более 240 тысяч. И именно в этой сфере приставам удалось добиться самых наглядных результатов. С должников было взыскано свыше 81 миллиона рублей. Отвечая на вопросы журналистов, одним из самых проблемных аспектов работы службы главный судебный пристав назвал неналаженную работу банковской системы и службы судебных приставов. Нередки случаи, когда гражданин, оплативший долг или штраф в банке вовремя, продолжает еще несколько месяцев числиться в списке неплательщиков. Вот и вынуждены граждане носить с собой квитанции и оправдываться, что долг оплатили. Информационное взаимодействие пока не налажено на том уровне, на котором должно было быть. Но мы, в свою очередь, если к нам приходит исполнительный документ, мы его возбудили и по нему проводим исполнительные действия. И когда к нам приходит должник и говорит: вот я, когда нарушил, сразу же на 2-3 день оплатил, показывает нам квитанцию, мы тут же принимаем меры для того, чтобы окончить это производство. Непростая экономическая ситуация продолжает отрицательно сказываться на платежеспособности граждан. Так, в 2016-м количество исполнительных производств увеличилось на 30%, возросла и нагрузка. Сегодня в среднем на одного пристава-исполнителя приходится более 4,5 тысяч исполнительных производств. Чечня в тройке регионов с самой большой нагрузкой по стране. Не у всех есть возможность сегодня оплатить эти деньги. Не все работают. Сегодня люди, есть такие у нас люди, которые не знают, сегодня покушал, завтра что покушать. И я, в свою очередь, призываю всегда, когда мы выходим на рейдовое мероприятие,
Я призываю своих же подчиненных, чтобы они получали справки от глав сельских поселений, от участковых. И если у этого гражданина нечего взыскать, чтобы они им шли навстречу и составляли эти самые акты о невозможности, которыми мы даем им возможность избежать выплаты тех денег, которых у них нет. Ряд вопросов касался также борьбы с коррупцией. Я сегодня всех своих подчиненных пытаюсь огородить от того, чтобы они не брали взятки. И если мы такие факты выявляем, мы сами же направляем материалы в следственные органы, чтобы возбуждали уголовные дела. И у нас такие факты уже в этом году были, уже 4 уголовных дела возбуждены. Один из вопросов касался мер воздействия на должников. Активно в этом году чеченские приставы начали использовать сразу несколько рычагов. Среди них электронное списание денег с банковских счетов неплательщиков. Если в прошлом году чеченское отделение было в числе худших региональных служб, работающих за счетами, то сегодня именно электронное списание приносит один из лучших показателей. Абдулла Алудинов назвал еще ряд мер. Самая эффективная мера – это автомобили дорожных приставов. После того, как мы установили эти автомобили, очень большой поток населения начал добровольно приходить в отделы службы судебного пристава по районам, по месту прописки и просить нас, чтобы мы их проверяли по базе, чтобы у них не было проблем именно на дорогах. Позже здесь подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса на лучшее освещение деятельности судебных приставов в 2016 году. Победителем номинации «Лучший новостной материал» стала Седа Сапарова, корреспондент редакции новостей ЧГТРК «Грозный». Впереди у судебных приставов подведение итогов работы региональных подразделений за год. По словам Алудинова, они намерены закрепить лидирующую позицию, ведь впервые за 16 лет у чеченских приставов появилась реальная возможность стать лучшими в стране. Аза Исаева, Седа Сапарова, Денис Хавхаров. Новости. Российское движение школьников празднует свой первый день рождения. Праздничные акции в честь годовщины прошли в разных городах страны. А в Чеченской Республике состоялся первый слет активистов юношеской организации. В театре имени Лермонтова прошло торжественное мероприятие, в котором приняли участие около 400 человек. На месте работал наш корреспондент. Первый день рождения Всероссийского движения школьников было решено отметить в чеченской столице. В зале, что называется, яблоку негде упасть. Почти 400 человек. Активисты движения, школьники и гости собрались в большом зале драмтеатра имени Лермонтова. В специальной годовщине организации ребята подготовили концертную программу. В этот день к 10-пилотным школам движения присоединились еще 5. В торжественной обстановке ребята принесли специальную клятву, официально вступив в ряды Всероссийского движения. Мы анализируем и используем опыт юных кадыровцев, и также у них будет взаимодействие с этим всероссийским движением школьников. Все вопросы духовного нравственного воспитания находятся под контролем Рамзана Ахмадовича Кадырова, и мы получаем сегодня полные меры поддержки именно от руководства республики, лично от Рамзана Ахмадовича, потому что мы знаем, что дети – это наше будущее. Патриотизм, гражданская активность, творческое и личностное развитие подрастающего поколения – главные цели движения школьников. Большое внимание в организации уделяют изучению истории и краеведения, воспитанию культуры безопасности среди подростков. Хочется отметить, что в Чеченской Республике действительно очень дружно и очень плотно подошли к развитию российского движения школьников. И здесь действительно работает большая команда профессионалов, сплоченная команда профессионалов, которая действительно активно включилась в работу и активно помогает нам развиваться. Хочется огромное спасибо сказать главе республики за то, что он оказывает действительно поддержку российскому движению школьников, потому что мы понимаем, что без руководства, без поддержки руководства региона российскому движению школьников пришлось тяжело развиваться. К началу следующего учебного года российское движение школьников планирует привлечь в свои ряды 30% от всех учащихся школ Чечни. Сертификат почетного члена организации передали и главе республики. Лариса Джабраилова, Денис Хавхаров. Новости. Настоящий праздник подготовили для детей-инвалидов и детей из малоимущих семей Грозненского района. Администрация муниципалитета совместно с организацией «Иман» и Министерством республики по делам молодежи организовали для них благотворительную акцию. Финансовую поддержку оказал региональный фонд Кадырова. Ребята смогли посетить кинозал в торгово-развлекательном центре «Гранд Парк», а затем отправились в кафе-кондитерскую «Париж», где их угостили пирожными, фруктами и напитками. Родители, в свою очередь, выразили слова благодарности руководству региона за
за внимание к их семьям и оказываемую помощь. В Грозном состоялась премьера спектакля «Женитьба». На подмостках театра имени Нурадилова показали комедию Гоголя. Как представил классику чеченский режиссер Руслан Хакишев и как зритель оценил постановку, расскажет Розана Цамаева. Ее называют энциклопедией русской души. В театре Нурадилова прошла премьера спектакля по одноименной пьесе Гоголя «Женитьба». В постановке есть все из жизни. Смешное и грустное, высокое и низкое. Причем Гоголь реалистично описывает выбранную им среду. Обращение к классике – это просто счастье для театра, для режиссера, артистов, естественно. И она в чем? Что это очень волнительный момент. Так и говорится, что постановка классики – это творческий экзамен. Другой состав, молодежь совершенно. Очень интересно было работать с ними, раскрывать. Сюжет комедии прост и незатейлив. Мелкий чиновник Подколесин решает жениться. Уже в начале видно, что его больше всего интересует не невеста, имени которой он даже не помнит, а ее приданное. Но не только это побуждает героя думать о свадьбе. Автор показывает, что для маленького человека женитьба очень важное событие в жизни, возвышающее его в собственных глазах. Роль противоречивого персонажа играет актер театра Нурадилова Юсуп Бибулатов. Вначале я смотрю, каждый реплик, каждый момент я слушаю меня, сидишь и ну, хакшон, док баркал алордерсон, актерский сосвесил. Однако самые жаркие споры разгораются даже не вокруг главного героя Подколесина, а вокруг неожиданного финала пьесы. Роли свои актеры играли превосходно. Такие были впечатления, вот как будто мы действительно в том времени были. Зритель тепло принял спектакль, оценив актерскую игру на одном дыхании и умелую режиссерскую постановку. Здесь еще долго звучали бурные овации. Розана Цамаева, Марха Ахмадова, Мансур Саев. Новости. Если одни смотрят театральные постановки, то другие предпочитают прочесть оригинал. Читательские клубы с каждым годом набирают популярность. Это возможность приятно и с пользой провести время, а также наладить контакты с творческой интеллигенцией. Только в столице функционирует 3 таких объединения. С любителями книг пообщался мой коллега Рамзан Керимов. В каждое воскресенье, когда люди отдыхают после тяжелой рабочей недели, герои, о которых пойдет речь в этом сюжете, собираются в Национальной библиотеке. Если, проходя мимо этого здания, вы услышите крики, доносящиеся изнутри, не нужно бежать на помощь. Это, скорее всего, участники читательских клубов ведут жаркие дискуссии. Readers Club. Именно так себя именуют эти ребята. Собираются с мая этого года. За все время они успели прочитать и обсудить десятки произведений зарубежной и отечественной классики. Однако найти здесь приют могут и любители кино. На каждом собрании участники сообщества выбирают фильм и обсуждают его на следующей встрече. Я считаю, что это очень хорошее подспорье для молодежи, которая считает, что у нас нет мест, где можно пойти, посидеть, пообсудить. Можно прийти в любом наш клуб, и поучаствовать в обсуждениях, поиграть с нами, участвовать в тренингах. Я жила в Краснодарском крае, приехала совсем недавно на учебу и решила приобщиться к здешней молодежи. 2 мои одногруппницы вступили в этот клуб недавно, и я тоже решила вступить. Тут обсуждают фильмы, книги, музыку, литературу не только зарубежную, но и чеченскую. Союз читателей – еще одно объединение в стенах Национальной библиотеки. Начали собираться совсем недавно, но уже успели заявить о себе в читательской среде. По словам членов клуба, книги являются неотъемлемой частью их жизни. Чтение литературы, на мой скромный взгляд, дает мне просто удовольствие. В том смысле, что если ты занимаешься какими-нибудь другими вещами, то
возникает такое чувство, что ты тратишь свое время понапрасну. А когда читаешь книгу, ты понимаешь, что ты получаешь знания, и ты ощущаешь, что твой духовный мир, он как бы обогащается. Мурад Алиев 2 года назад основал книжный клуб «Феникс». На тот момент это было одним из первых объединений подобного рода в Грозном. С тех пор в рамках сообщества сотни молодых людей приобщились к чтению и приобрели единомышленников. Этот клуб мне дал очень много интересных, умных и практически всесторонне развитых людей, так как у нас состав клуба очень разный, в общем, люди разных профессий, разных возрастов. Главной целью участников клуба не является просто прийти и посидеть. Мы выбираем книгу все вместе и ставим перед собой цель прочитать ее вместе путем и тем самым развиваемся, расширяем свой кругозор. По словам работников библиотеки, молодежь с каждым днем все больше и больше проявляет интерес к чтению и самообразованию. Они уверены, что подобную тенденцию нужно поддерживать всеми силами. У них есть желание. И это важно, потому что не где-то, а именно в библиотеке, здесь взрослые, присматриваем, где что поправляем, советуем, идеи подкидываем. Они сами, правда, у нас идейные, но и как-то совместная работа идет, скажем. История книжных клубов уходит корнями в далекое прошлое. Сегодня сложно найти хотя бы один город в мире, где их нет. Наличие таких объединений позволяет с пользой провести время и способствует повышению культурного уровня всего общества. И все-таки она вертится. Говорят, эту крылатую фразу произнес Галилео Галилей перед судом Инквизиции, когда был вынужден отказаться от своего убеждения о том, что Земля вращается вокруг Солнца. В свою очередь, суд общественности в последнее время не раз выносил обвинительный приговор молодым людям за нежелание читать и развиваться. Однако, судя по тому, что мы сегодня видели в Национальной библиотеке, мы можем смело перефразировать физика и заявить: и все-таки они читают. Рамзан Керимов, Расул Арцухаев. Новости. В столицу вернулись триумфаторы первенства России по вольной борьбе среди юношей до 16 лет. Турнир проходил в городе Бердск Новосибирской области. В соревнованиях участвовали 420 спортсменов из 45 регионов страны. Главными фаворитами, безусловно, считались борцы Северного Кавказа, что и подтвердили итоги. В 14 комплектах наград 8 золотых медалей достались представителям Дагестана, Чечни, Ингушетии и Карачаево-Черкесии. В общей сложности чеченские борцы в копилку сборной СКФО принесли 3 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. Уже эти дети друг друга знают. Раньше встречались в зонах, они в составе сборной команды Северного Кавказа Адамдартва, Вакачак Берит Катвара, прогноз 99% оправдателей. Бережка подготовлены, да, Кечем Белера, Кечем Баритерца, результат Кедерца. На автодроме «Крепость Грозная» состоялся открытый чемпионат по картингу. В нем приняли участие как чеченские пилоты, так и гонщики из соседних регионов. Среди них не только профессионалы. В стороне от зрелищных гонок не остались и любители. Итоги соревнований в материале нашего корреспондента. Гул моторов, запах бензина и более сотни участников из разных республик, которых объединяет любовь к скорости. Заключительный этап чемпионата по картингу в самом разгаре. Сегодня у нас проходит заключительное соревнование в формате Гран-при Грозного, Гран-при Ахмат Рейсинг Тим. Традиционно пилоты из Кабардино-Балкарии, из Карачаева-Черкесии, ну и, естественно, из республики принимают участие в этих соревнованиях. Для нас приятно, что лидерами соревнований являются, хотелось бы, чтобы не сглазить, пока что являются лидерами представители нашей республики. В открытом чемпионате по картингу приняли участие как профессиональные гонщики, так и любители большой скорости, в том числе и дети от 6 до 12 лет. Нередко вместе с ними принимали участие и родители. Мы вообще с города Черкесска уже сюда приезжаем на 4-й этап. Мы здесь сюда приезжаем постоянно, мы тренируемся здесь. Здесь очень налажено, сплоченно и подготовлено подход к соревнованиям. Все придумано на высшем уровне. То есть сюда хочется ездить и ездить.
Харуну Дахкильгову 12 лет. Картингом мальчик занимается уже 3-й год. И поэтому в таких понятиях, как траектория, угол, скорость и, главное, зрелищность, разбирается не хуже профессионала. Скорость, руль, правило для траектории низ, некого дико амол, машина амоля. Поворот разному хули, там поворота тормоза уезд, там поворота газа уезд. Ушаха дес траектории шадик нек амол без. Харун Дахкильгов сегодня ушел с автодрома победителем. Он сумел удержать первенство в своей возрастной категории. Кубок за первое место теперь дополнит его домашнюю коллекцию трофеев. Мака Татаева, Амина Гугаева, Юсуп Успанов. Новости. Спорткомплекс «Олимпийск» собрал в своих стенах сотрудников силовых структур. 50 правоохранителей в 7 весовых категориях оспаривали титул чемпиона общества «Динамо» по самбо. Его посвятили памяти погибших сотрудников правопорядка республики. Ежегодно в первых числах ноября проводится чемпионат России среди силовых структур. Сегодня проходил отбор, ведь только победители смогут принять в нем участие. После окончания всех поединков состоялась самая долгожданная часть турнира – церемония награждения. По календарю у нас проходят и мини-футбол, и волейбол, и самбо. Вот эти виды являются прикладными видами спорта Центрального совета «Динамо» и силовых структур Российской Федерации. И вот эти соревнования дают для сотрудников правоохранительных органов стимул для дальнейшего развития именно в спорте. На этом все. Спасибо за внимание. Об этих и других новостях вы также можете узнать на наших официальных страницах ВКонтакте и в Инстаграм.